преддверии нового 2017 года мы с моим другом продавали электронные конструкторы. Это такой конструктор, когда нужно собрать электронную цепь, и зажигается лампочка, там включается двигатель и так далее. Нашими покупателями были родители, бабушки, дедушки, и они у нас спрашивали, а где этому могут научить. Мы не знали, как ответить, но мой друг, он по образованию учитель физики, вот поэтому решили, почему бы мы сами не могли бы этим заняться. И вот в марте 2017 года открыли наш первый курс по робототехнике. Получается, дети ходят к нам как кружок в течение учебного года по 2 раза в неделю, и летом у нас также есть летний лагерь. Дети у нас занимаются 2 раза в неделю по 60 минут. У нас есть как очные занятия, у нас в Якутске есть 2 филиала, здесь, в IT-парке, и на Крупской 37. Также у нас есть онлайн направление, где у нас дети занимаются удаленно. Там у нас около 30% учащихся — это дети из разных вузов нашей республики. По окончании дается сертификат, дети защищают свои проекты, поэтому вот во время защиты своих проектов они нарабатывают не только свои предметные знания, да, в области там, программирования или компьютерной графики, но также и так называемые soft skills, умение публичного выступления и умение командной работы. Записаться можно через социальные сети, в WhatsApp или через наш сайт altanschool.ru. Современные дети очень быстро осваивают, потому что они являются цифровыми аборигенами, так называемыми, которые уже родились в цифровую эпоху. То есть для них там, телефон или компьютер совершенно обычное дело. Мы обучаем детей через разработку игр, то есть это более понятное для детей и интересное направление. И по итогам курса дети разрабатывают свою игру. Мы проводим внутренний хакатон. То есть это внутри школы у нас проходят мероприятия, на которых они могут представить. Также дети по своему желанию также участвуют и в других конкурсах и конференциях. Мы планируем сейчас развивать направление для взрослых. У нас для взрослых есть на данный момент 2 курса. Это по веб-дизайну и программированию на Python. Обучение идет с нуля. Чаще всего дети в жизни не видели, например, графического планшета, и им очень непривычно работать со стилусом. Поэтому у нас первый месяц — это адаптивный месяц, когда они просто привыкают к программе, к базовым инструментам и учатся просто держать стилус, потому что некоторые тянут свои руки к мышке и такие, типа, сейчас я буду рисовать мышкой. Вообще они вливаются достаточно динамично, у них нет проблем именно с тем, чтобы работать с программой. Некоторые из детей, кстати, не только на моем опыте, на опыте моих коллег, они ранее уже знакомились с растровой графикой, но на телефоне. Когда еще в дошкольном возрасте родители дают им телефон, и чтобы они не заскучали, они просто для себя рисуют. Самая популярная программа — это Ibis Paint. И некоторые уже знающие, прошаренные уже приходят к нам. Но им все еще неудобно рисовать со стилусом. Алтан становится для них как вторым домом. И мне иногда говорили, что просто хочется сюда приходить, потому что нет каких-то жестких рамок, они обучаются тому, чего хотят, чтобы, например, в будущем стать классными художниками, либо фрилансерами, либо просто научиться рисовать и рисовать в свое удовольствие. Сам процесс обучения, как лично для меня, он нравится, это для меня как характерно человек, который увлекается этим, просто ему нравится. Поэтому объяснять какие-то логические цепочки ребенку, это когда ребенок как-то понимает, доходит до каких-то целей, то это прям здорово, прям человек гордится, можно сказать.